Прошу всех встать. Прошу садиться. Представитель Генеральной прокуратуры, встаньте, пожалуйста. Я вам делаю замечание, в следующий раз не опаздывайте. Вы находитесь вы идете на заседание высшего судебного органа, и вы должны заблаговременно уже планировать свою поездку с учетом возможностей, как говорится, это транспорт и всего остального. Садитесь. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством Токтакуновой Талайкуль Аскаралиевны и ввиду отсутствия возражения постоянного представителя Джоур Кенша в Конституционном суде. Срано Саматак Штубекович. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Токтакуновой Талайкуль Аскаралиевны о проверке соответствия нормативного положения части 4 статьи 439 Уголовно-процессуального кодекса, выраженного словами «такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационной жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному делу». Частям 1-2, частям 4-6 статьи 23, статье 55, частям 1-2 статьи 56, частям 1-2 статьи 61 Конституции. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судей Бабукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касымалиева, Кадырбаева, Шашиналиева. При секретаре судебного заседания Мааматалы Кызы Камила. Камила Маматалиевна, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающейся стороны Токтакунова Талайкуль Аскаралиевна. Со стороны ответчика постоянный представитель Джоурху Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Сыранов Самат Кштубекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Сапьянова Маргарита Насаркановна. Представитель Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Джапарова Асель Абасбековна. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Мамытканов Шеримкул Замирбекович. Представитель Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Маматколов Азамат Тохтосунович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Талайкуль Аскаралиевна, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, место работы. Токтакунова Талайгуль Аскаралиевна, 2 октября 1977 года рождения, Атбашинский район Нарынской области, город Бишкек. Работаете? Работаю адвокатом. Бишкекская территориальная адвокатура, да. Адвокатура, да? Адвокат, да? Присаживайтесь. Самат Кштубекович, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Сранов Самат Кштубекович, 5 мая 1987 года рождения, месторождение Нарынская область, Умгарский район, место регистрации город Бишкек, место работы, постоянный представитель Джоур Кенеша в Конституционном суде. Присаживайтесь. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года рождения, уроженец города Бишкек, работает постоянным представителем президента Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Сапьянова Маргарита Насаркановна. Я Сапьянова Маргарита Насаркановна, родилась 27 марта 70-го года, уроженка Чуйского района, проживаю в город Бишкек, работаю заведующим отделом в аппарате Верховного суда. Присаживайтесь. Джапарова Асель Абасбековна. Добрый
Я Джапара Василия Вазбекова, 1978 года рождения, 7 октября. Уроженка города Токмак Чуйской области. Проживаю в город Бишкек. Работаю старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Мамутханов Шеримкул Замирбекович. Здравствуйте. Мамутханов Шеримкул Замирбекович родился 29 октября 1995 года рождения. Место рождения город Каракол, Исыкульской области. В настоящее время проживаю по адресу город Бишкек. Работаю главным специалистом отдела законодательства в сфере административно-государственной и судебно-правоохранительной системы Министерства юстиции. Присаживайтесь. Маматкулов Азамат Тохтосунович. Уважаемый суд, я Маматкулов Азамат Тохтосунович, родился в городе Бишкек 27 сентября 1985 году. Проживаю по адресу город Бишкек, работаю должность следователя следственной службы МВД Кыргызской Республики. Присаживайтесь. По документам есть вопросы? Да, конечно. Это уже не первый раз, мы все время делаем замечания. Все-таки вы пришли, как Турага сказал, на заседание высшего суда. Надо соблюдать дресс-код, уважаемые участники. Вот это в частности касается и обращающей стороны, чтобы спортивной обуви здесь не ходили. И уважайте, пожалуйста, Конституционный суд. И впредь, пожалуйста, соблюдайте дресс-код. Спасибо. Есть вопросы? Нет. Талайкуль Аскаралиевна, Самат Каштобекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать в заключительной речи. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные, письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде вы вправе заявить отвод судье или судьям. Талайкуль Аскаралиевна, вам ясны ваши права и обязанности? Нет, включите, пожалуйста. Нет, включить нужно будет. Вам ясны ваши права Да, и обязанности? ясны. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нету. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет дополнительных ходатайств. Присаживайтесь. Самат Каштобекович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Не имеется. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет дополнительных. Присаживайтесь.